Доброволец Виктория собирается везти на прием к ветеринару бездомного пса. У него 2 перелома задних ног. Рыжик чуть не лишился жизни, попав под колеса автомобиля. 3 месяца назад Виктория подобрала пса на улице и решила взять все заботы о нем на себя. В частной ветеринарной клинике Рыжику сделали рентген, УЗИ и операцию. Врачи говорят, что далеко не каждый может оплатить дорогостоящую медицинскую помощь. Поэтому, прежде чем подбирать покалеченного пса, надо осознавать, насколько дорого может обойтись его спасение. Достаточно часто привозят, можно сказать, даже каждый день 1-2 случая, в любом случае это бывает. То есть каждый день привозят травмированных животных, которые попали под машину. Не все могут это себе позволить, так как будем опять же упираться в налоговую систему, в то, что сейчас вот эти скачки с долларом непонятные. У нас в основном препараты импортные, оборудование импортное. После осмотра ветеринара Рыжик едет домой к своей спасительнице. Теперь в числе домашних любимцев Виктории 3 собаки и 1 кот. Живут под одной крышей в мире и согласии. Несколько месяцев назад через социальные сети женщина узнала о существовании группы добровольцев «Ищем хозяев». Участники сообщества борются за создание в Северной Осетии питомника. Они обращались к местной власти с просьбой выделить участок, где можно было бы построить вольеры для псов-найденышей. А пока размещают подобранных собак где придется, у себя дома, на дачах у знакомых. Там собаки находятся на передержке. Но настанет день, когда и эти места придется покинуть. И тогда им будет некуда отправиться, разве что уснуть вечным сном. У нас проблема в том, что нет своего приюта, нет своего участка, да, где бы мы могли построить свои вольеры, чтобы те собаки, которые попадают под машину, проблема с передержкой. Да? И если уже мы взялись за это, у нас бывает такое, что негде передержать на время лечения. Вот для этого тоже нам нужен участок, чтобы хотя бы маленький домик выстроить и после операционных собак выхаживать там. Почему добровольцы настаивают на решении данного вопроса? В беседах с ними по телефону нам удалось выяснить, что волонтеры недовольны состоянием имеющегося в Северной Осетии питомника. К слову, он работает ни много ни мало почти 15 лет. Однако сюда принимают только здоровых собак. Директор питомника Ибрагим Томаев объясняет это объективными причинами. У предприятия нет оборудования и медикаментов для того, чтобы обследовать, а потом лечить животных. Вакцин хватает лишь на профилактические уколы. Около 2 лет назад, благодаря городским властям, в питомнике появился холодильник для хранения еды, построили дополнительные вольеры и мест для собак стало больше. Благодаря Зантьеву, дай Бог ему здоровья, 100 лет, без капитального ремонта, как говорят. Он вот этот холодильник сказал, он сделал. Раньше был питомник дальше, по жалобе. И, значит, тоже приехал, сам лично приезжал, и вот здесь построили. Когда жалоба была на другом питомнике, это при Шаталове построили. А тот поломали и снова здесь построили, снова за 180 голов помещается. Но и этот факт не утешает жителей Владикавказа. Нередко они обращаются в организации по работе с бродячими животными. Спецэкослужба по звонку граждан занимается отловом бродячих животных и проводит экспертизу. Затем собак отвозят во Владикавказский питомник, откуда потом любой желающий может забрать понравившегося пса. В этом заверила нас городская администрация. В настоящее время в городе Владикавказ существует некая группа лиц, которая занимается деструктивом, которая пытается внести сомнения жителям города через средства массовой информации, которая пытается сообщить о том, что Владикавказский питомник, либо спецэкослужба убивают собак бродячих. Но информируем жителей нашего города о том, что это не так. Искать виноватых в проблеме бездомных животных в России глупо. За границей помощь в строительстве питомников считается признаком хорошего тона. Ее оказывают не только знаменитости, люди семейные и с успешной карьерой, но и обычные граждане. Простой житель Лос-Анджелеса Эльдат Хагар и его команда спасают собак и находят им дома. За 8 лет крышу над головой нашли сотням зверей. В 2013 году он опубликовал на YouTube видео о спасении хаски. Этот ролик набрал более 19 миллионов просмотров. В нашем городе помощью бродячим животным занимаются добровольцы группы «Четыре лапы». Через социальные сети им приходится бросать клич о финансовой помощи. На так называемый голодный номер любой желающий может перевести энную сумму. Но этих средств не хватает практически ни на что. Лишь некоторым счастливчикам везет и им удается найти хозяев. Но до тех пор, пока на проблему не обратят внимания меценаты и власти, спасти бродячих животных не сможет никто.
Залина Губурова, Олег Рамонов, Заур Цеуф, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.